Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала и сообщить, что мы сегодня продолжаем серию программ из цикла «Марш Войла», то есть Да, «Приходи свободным». да, приходи свободным. Рад вас видеть и продолжим наше общение. О чем будем говорить на ваше усмотрение? Давайте. Во-первых, я хочу для наших зрителей повторить, что в гостях у меня Ахьят Идигов, председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия в период президентства Джохара Дудаева и ныне сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. Поговорить я хочу вот о чем сейчас эта тема волнует всех, а вы были по этому горю и несчастью, в общем, можно сказать, первопроходцы. Я имею в виду, что Чеченская Республика отстаивала свою законную независимость и, находясь в непосредственном, можно сказать, соседстве, в какой-то степени с Астраханской и Волгоградской областью, скажем так, довольно близко от них, то вы испытывали на себе весь этот ужас террора именно того, что там у них находится. Сейчас все обсуждают, будет, не будет, значит, предупреждает, шантаж, или это, значит, как относиться к этой угрозе. Вот что-то прилетело, впервые межконтинентальная ракета использована вроде как без начинки, ну не вроде как, а очевидно, совершенно без ядерного, соответственно, вот этого боезаряда, но тем не менее, это как-то выглядит как какое-то такое, ну, запугивание по меньшей мере. Поэтому хотела бы с этой темы начать, чтобы вы рассказали предысторию, вот эту всю, в общем, достаточно страшную 99-го года, Да. ну и дали советы нашим зрителям, как относиться к тому, что происходит. Добрый вечер, приветствую тоже всех. Очень приятно поговорить по этим вопросам с Марией, особенно мы уже давно знакомы, хотя это месяца два всего, но все равно по той ситуации, которую сейчас мы обсуждаем, по этим ракетам, которые сегодня стал запускать Кремль, это запугивание, конечно, в первую очередь. А у нас это было еще раньше, когда они запускали нам эти ракеты, убивали наших людей, они никогда не знали, у нас же территория гораздо меньше, чем у Украины, и там везде, куда ни кинь ее, везде вот это попадает, убивает людей. Как это было? Вот я я напомнил Марии, это было 21 октября, когда на центральный рынок, где полно было людей, представьте себе, центральный рынок у города, даже всей республики собирается там, все виды продуктов, одежды, все там. Ну, там, может быть, 1000 людей было. Сейчас не могу сказать сколько, но знаю, это очень такой плотный базар, куда ты, когда придешь, даже не протиснуться от тебе там. И туда они запустили ракеты, прямо вот эти ракеты, именно вот с этой Астраханской, Волгоградской области, и они еще запускали их с Каспийского моря, там, с кораблей. Они били по этому рынку, они били по роддому, по больницам, они били по школам. И таким образом люди наши, уже это была так называемая Вторая война, хотя это была уже 5-я агрессия российская, и люди там, ну, как сказать, сравнение такое неприятное, ну, как муравьи всех подавили, людей убивали, терзали на разные части. Это же надо, было такая ненависть была к нам, чеченцам. За что? За то, что мы любим свободу, за то, что мы хотим свободно в мире жить и даже с этой Россией и с другими странами. А делали это, регулярно делали. Они это делали, подтащив свои эти большие эти пушки на возвышенность, оттуда стреляли, самолеты запускали. Представьте себе, какой спектакль они устраивали нам ночью. Ночью их самолеты вылетали и кидали лампы, парашюты. Казалось, что вот летят какие-то парашютисты. А на самом деле это были маленькие лампы, которые покрыто все небо, там. И люди были в испуге, потом эти лампы видели, небольшие парашюты, и такие устраивали страшилища для людей.
Утром люди выходили и искали, ну что ж случилось, где, и ходили, узнали, там погиб, там убили, там убили. Только на одних похоронах мы и бывали. Я помню, что мне приходилось, не то что приходилось, ну, нужно было там родственники, близкие, там люди, которые убили, там, везде бывать. Постоянно как бы на похоронах. И сам тоже несколько раз я мог оказаться среди жертв, когда я находился в президентском дворце, они нас забрасывали нам 3-тонные, 9-тонные бомбы. Нет, представляете себе? И она, из носа шла кровь, так, все эти перегородки валились, и вот такая была атака вот, на Чеченскую республику, на чеченцев, и говорили, что вот они такие, а там же у нас жили и русские, и этих русских они убивали. У нас даже есть пример, как сейчас я помню, из одного дома вышла одна русская женщина, старушка, и хотела перейти эту площадь, а она обстреливалась. И вот один парень, чеченец, так, он выскочил на площадь, да, эта фотография у меня есть, даже я выставил, взял ее за руку и вывел ее таким образом, чтобы ее не убили. Вот такая вот человечность была в наших людях, даже вот они оккупанты, все, понятно, но все равно человечность наша люди была, и мы никакие там злость не проявляли. Но когда вот такое делалось, да, всюду и повсюду, везде творили и били русские вот эти снаряды и бомбы на нас летели. У нас-то не было никаких, скажем, средств, чтобы ударить по этим самолетам или по ракетам. Вообще ничего не было. Было только стрелковое оружие или эти мухи, которые стреляли. И поэтому там наши отряды, они начали делать такие диверсионные атаки на территории противника. Они пошли, они вначале хотели пойти на Москву, но дошли только до Буденновска. Потом они пошли, значит, в Первомайское. Люди не знают, почему они туда шли. Шли, потому что уже негде было здесь оставаться и воевать. Понимаете? Оставаться постоянно под бомбами и умирать не хотелось. А в Первомайск пошли, потому что там были эти вертолеты, которые из Дагестана вылетали, и все время бомбили, убивали наших людей. Вот что было тогда. Но это было, ну так сказать, нарушение всех норм, нарушение, значит, человеческой морали, нравственности, убийство и убийство шло. Кровь лилась, ну, рекой просто сказать, знаете. Люди вот уже до того дошло, я помню, как сейчас идешь, вот лежит убитый, идет там убитый. Не знаешь, кто он, что, куда его везти. И еще такой момент, Мария. После того, как вот эти вот так вот люди лежали убитые, так, то их взяли и свозили, помню, вот есть у нас такая площадь, Минутка была там. И вот их свозили на эту Минутку, на эту площадь, ложили, вот так их выкладывали, этих мертвых людей, эти солдаты или там защитники. Вот справа они лежали в направлении там восточного направления, где это села, может быть. Слева лежали оттуда, этот откуда, этот отсюда, в эту сторону, это сюда. И вот кучами, как это, вот создаты, они лежали так. И потом люди приезжали, искали среди мертвых людей своих, и забирали, увозили их, и уже где-то там в селах хоронили. Вот такая вот устраивалась вот просто настоящее убийство нашего народа. Мы на весь мир поднимали эти, скажем, протесты, звонили, говорили, но мы были настолько оболганы Кремлем, их пропаганда была настолько сильна, что нас никто не слышал, как сегодня не было ни интернета, ни этой связи не было. Если позвонишь с этого чемоданчика, да, где-то позвонил, сказал и все. А так везде они по всем своим средствам массовой информации, по всем, скажем, по всему миру раздавали вот эту информацию, что это бандиты, что это чуть ли террористы исламские. Не было у нас этого всего. Это нам уже тогда получилось, знаете как,
ситуация, когда весь мир против нас ополчился, то даже который не верил, который даже не был религиозно настроен, и все вот встали, вот помню, как на площади центральной, один там старик, он молился, поднимал руки к Богу и просил: спаси нас, о Боже, ну, на нашем языке. И это часами он молился. Знаешь, они оттуда высылали самолет и стреляли вот по этим людям. То есть посмотрите, какая у них мораль, какая у них нравственность была у этой команды, которая сидит в Кремле. Это было, нам это было понятно. Допустим, мне казалось, что если человек умирает в этой ситуации, вот так вот, да, то он облегчение получает. Вот я ощущал эту ситуацию, получает облегчение, и он уже освободился от этой муки. И когда вот кто-то умер вот так вот, или вот я помню, как в президентском дворце мы были тогда, и оттуда вот стреляли, они оттуда с вокзала, там со всех сторон, и туда в подвал вывозили людей, в подвальное помещение раненых. И помню, один мой знакомый был, когда я зашел туда, у него было чуть ли не ухо, половина, чуть ли не черепа, и глаз у него был. Я подошел к нему, узнал его, а он мне говорит, как он сказал: не забудьте это, не прощайте им это. Вот он такое по-наченскому сказал, это звучит: дитмоделаш, вот такое он сказал. Я говорю: нет, ты будешь жить, мы тебе это. Ну, это я просто хотел его, как говорится, взбодрить, но это не получилось, он умер. И так умирали у нас там в подвалах, лежало столько людей, везде все. И ведь у них же была танки, эти БТРы, но как ожесточенно, как против них вышли даже наши молодые парни, ну, девушки, женщины, весь наш народ, почти весь наш народ стал против этого, значит, зла. И тогда, в 96-м году, они были повержены, потому не было ни одного человека, даже тот, который был в оппозиции когда, они тоже были, значит, уже настроены, видели, что, и они были повержены в 96-м году, в августе месяце, и тогда они прислали к нам этого своего Лебедя, который организовал вывод российских войск, но там это другая история, они вывели свои войска, вроде бы договорились, что мы больше не придем, но снова через какое-то время мы провели выборы своей власти в соответствии с нашей Конституцией под наблюдением ОБСЕ, и все это прошло, и около 200 наблюдателей из разных стран было, разные страны. Мы провели выборы нашей Конституции, избрали президент, парламент, орган местного управления и продолжили работать дальше. Поздравления получали отовсюду. И казалось, что теперь все. Но вдруг мы обнаружили, что все, что говорилось, это было, извините, липа. Значит, нашу страну полностью, значит, блокировали со всех сторон и держали в такой замкнутой ситуации, никуда не упускали. Я помню, мы ездили там навстречу с Думой, нас приглашали. И когда мы оказались в аэропорту, нас завели, мы депутаты, там это все, нас завели в какую-то клетку просто из разных этих арматур сделаны. Все люди идут, а мы как в клетке сидим, как звери. Представляете? Какое унизительное отношение было. И это было и там, и здесь. И потом, когда мы приехали туда, со многими встречались в Думе, со всеми фракциями, они там пытались нас уговорить: вот давайте вы, чеченцы, не будете, значит, так вот сопротивляться, вот давайте там на расстоянии там 40 километров у Азербайджана осталась граница открытая. Вот ее закроем, вы будете впереди, и мы вас так вперед будем толкать, давайте вместе. Это Зюганов говорил. А Жириновский там другие какие-то номера выкидывал. Это Яблоко,
Потом мне приходилось там встречаться, я был и в Совете Безопасности, я был и на «Эхо Москвы», там везде вот как, вот, помню, Сорокина была, там вот мы разговаривали с ней, и она, все, что там я не говорил, она пыталась меня перебить, не давала сказать. То есть настрой был такой враждебный. И потом, когда я оттуда вышел, я просто рассказывал вам, и пришел в гостиницу, тогда вот Россия была, они прислали целый отряд этих милиционеров, чтобы меня арестовать. Но так как мы были приглашены, мы говорили, созвонились там, все же они это дело отложили после долгих таких вот разговоров. И мы уехали. Когда я уехал, они да, в «Комсомольском там правде» про меня такую статью написали, что я там, видимо, пьянствовал, там, я не пью, ну, в общем, всякое грязили. То есть они пытались нас всюду, любого из нас, значит, вот так вот извалять в грязи, и что надо их убивать. То же самое мы видим происходит сегодня в Украине, против украинского народа. Что они только не говорят про украинцев, как нам это известно, как мы это понимаем, что они лгут, что они обманывают сегодня. Их главная задача была в том, чтобы вернуть все эти территории, Мария. Они тогда, когда разваливали этот Советский Союз, не по праву, они взяли этот развал СССР, взяли под свой контроль, и развал ему не дали сделать таким образом, как было заложено, скажем, в законах. И управляя этим развалом, они захватили вот эти все территории, которые есть сегодня республик, которые есть в составе сегодняшней Российской Федерации России. Они им не дали, значит, исполнить свой долг, избрать своих руководителей и определиться. Они просто втянули их в эту Российскую Федерацию Россию 31 марта 1992 года. То есть я про политическую, правовую сторону говорю, а в том, что вот была такая жестокая вот эта атака на любое наше село. Если какие-нибудь там появлялись люди, шли там пешком или где-то целое, они просто расстреливали наших людей. Их солдаты просто расстреливали, убивали, сбрасывали туда в ущелье, в реки. И ну, это было, вот, знаете, массовое убийство. Это был ад, который над нами настал. И так наш народ восстал тогда, и таким образом они были повержены. А когда они были повержены, они взмаливались и просили, значит, тех, которые отпускали, они захватывали в плен чеченцев, просили не убивать их там, не стрелять их. Были даже такие разговоры, что надо подвести туда им керосин, бензин и всех поджечь. Но это мы не допустили, правда. Ну, разные. Настолько была к ним ненависть тогда. Да и сейчас эта ненависть не ушла, потому что они столько вот натворили. Представьте себе, каждого четвертого человека они убили. 250 тысяч человек. Вот многие, когда русские там говорят, там 50-60 тысяч человек убили, они говорят. Но это не мешает. Дело в том, что я же был председателем парламента, и мы делали запрос по первой этой войне, которая у нас так называемая была. И мы тогда посчитали, что где-то около 125 тысяч человек убито. 120. Это с каждого там села, там подсчет все. И в городах, и все. Потом, когда была уже вторая война, которая была уже направлена, цельно направлена, было уже сказано убивать, значит, мальчиков от 10 до 65 лет мужчин, расстреливать, убивать их, все такое. Ну, вы, наверное, слышали, они садились на телевидение, о этих говорили. То второй раз это было самое жестокое, жестче, все подчеркивают, что это жестче было. И поэтому мы просто вот не добавляем больше людей, чего было в первом, сколько было. Ну, такую же цифру добавили, говорим 250. Мы не подсчитали второй. Но все говорят, что это было уже гораздо больше. И только после этого наши люди начали выезжать за границу, бежать оттуда. Потому что сверху просто шел ад. Эти бомбы, ракеты, вертолеты, пушки. Представляете, как вот поставили, как говорится, посадили нас в клетку, выйти нельзя, они всюду расстреляли нас. Сегодня то, что они делают против украинцев, мы видим,
что это как раз-таки тот опыт, который они приобрели, так скажем, в кавычках, это опыт, это дьявольский опыт, они используют против украинцев, своих, можно сказать, единоверцев. Тогда они нас обвиняли, что это мусульмане, что это фанатики, а здесь-то христиане были, и грузины христиане, украинцы христиане, да и своих этих русских, которые были у нас там, они тоже били. Вот прав Аслан, когда говорит, да, вот смотрите, что происходит. Они и там же русские, тоже много, которые вышли в Украине против этой войны. Я просто знаю, что некоторые там вышли. Они их убивают. Они же не могут поехать там в Россию, на остальной части территории Украины. Они, несмотря на все, идут. Им нет разницы, они хотят одно, они хотят повергнуть украинский народ, лишить его национальности и лишить его возможности, чтобы он имел какое-то там духовное составляющее, нравственное составляющее. Хотят вырвать у него и сделать их такими же, как сами, себя, как свой народ, который они подвели вот по такую черту манкуртов, которые сегодня только и голосят им, хвалят их, по большей части, конечно. Ну, а есть и люди, которые против этого в России, я это знаю, и вы знаете, но они не могут ничего сказать. Если даже они что-то скажут, они тут же даже за какой-то лайк будут посажены, оштрафованы. Ну, сами понимаете, что происходит. Они гонят туда людей убивать, убивать и убивать. Вот, типа, не хватило людей, этих не китайцев, корейцев взяли. Вот что происходит, и что мы испытали это, вот это весь гнет, вот это все мы испытали, и мы хорошо понимаем, что это такое. И здесь мы очень благодарны украинскому народу, украинскому парламенту, который признал наше государство сегодня как оккупированную, осудил геноцид чеченского народа в 22 году, 18 октября. И мы сегодня и дальше просим, значит, остальные правительства, мы написали балтийским странам, написали Польше о признании нашего государства, что она оккупирована, что это незаконно, что это идет геноцид. И, естественно, если будет ситуация развиваться таким образом, что будет международный трибунал, мы обязательно хотим, чтобы туда были внесены эти вот преступления, которые были совершены и против чеченского народа. Но я закончу пока. Да. Я хотела вас спросить, а тогда, вот в эти страшные годы, обсуждалась ли возможность ядерного удара по Чечне? Вот вы думали об этом? Или это все-таки... Нет, да, оно не только обсуждалось, а об этом прямо говорилось. На телевидении выступал Жириновский, говорил, что надо туда атомную бомбу закинуть, надо этих всех чеченцев убить, убрать их надо. А тут прямо говорилось это, да, да, было. Как вы расценивали? Просто я хотела бы именно, чтобы вы поделились вашим, ну, таким вот горьким опытом на эту тему. То есть, насколько эти угрозы могут быть воплощены, или это всегда только блеф и шантаж? Вот что я хотела спросить. Но тогда, понимаете, тогда что было? Тогда им легко было все это как бы против нас, они оболгали нас. Убежден, стабильность и безопасность в Европе нельзя рассматривать в отрыве от России. Вы не имеете права критиковать Россию за Чечню. Мы не приемлем рецепты так называемых объективных критиков России. Те, кто так и не понял, мы просто обязаны вовремя остановить распространение раковой опухоли терроризма. И прошу на этот счет никого не заблуждаться. Никаких переговоров с бандитами и убийцами не будет. Мы за мир и политическое решение ситуации в Чечне. Именно для этого требуется полная ликвидация бандформирований, устранение террористов или суд над ними. Мы хотим, чтобы Россия преодолела бедствия терроризма и беззакония.
Мы считаем, что у России есть не только право, но и обязанность защищать свою территориальную целостность. Мы хотим видеть Россию стабильной, процветающей, сильной демократией с безопасными границами, мощной обороной и ведущим голосом в мировых делах. Большинство критиков российской политики осуждают чеченское насилие, терроризм и экстремизм и поддерживают цели России по сохранению ее территориальной целостности и подавлению насилия и терроризма. Они боятся, что выбранные Россией методы подорвут ее цели. Что если атаки на мирных жителей продолжатся, экстремизм, с которым Россия пытается бороться, только усилит. И суверенитет, который Россия справедливо защищает, будет все больше отторгаться обычными чеченцами, которые не являются частью террора или сопротивления. Президент Ельцин одним из самых захватывающих моментов в моей жизни, как гражданина мира до того, как я стал президентом. Это было, когда вы встали на тот танк в Москве, когда пытались отнять свободу у российского народа. И вот вы стоите там на этом танке и говорите людям: вы можете это сделать, но сначала вам придется убить меня. Если бы вас посадили в тюрьму вместо избрания президентом, я надеюсь, что каждый лидер каждой страны за этим столом вступился бы за вас и за свободу в России и не сказал бы, что это внутреннее российское дело, в которое мы не можем вмешиваться. Я думаю, у нас нет выбора, кроме как попытаться работать для достижения общих целей, объединив усилия. И потом у них еще был такой момент, когда, вы помните, они Югославию, Белград бомбили. Туда, значит, Ельцин туда направил свои какие-то танки, которые через всю как бы Европу шли туда. Но они начали договариваться. Там у них был как бы договор. Вот вы давайте, значит, не лезть сюда, нам не мешайте. Вот Европа или Америка как бы договаривались. Мы об этом слышали. И это может быть явно и правда. А те сказали, что мы чеченцев не будем, тоже вас не будем в этом плане трогать. И тогда эти демократы дали, этот Клинтон, президент, поднимал этот вопрос и говорил: закончите этот вопрос малой крови. Давали 10 миллиардов, 6 миллиардов, чтобы закончить эту войну в Чечне малой кровью. То есть вот такая вот шла, ну, знаю, атака на нас. И нам казалось, в чем же мы виноваты? А мы виноваты в тем, что нам им кушать хочется, грубо говоря. Знаете, вот это было все. На самом деле шло дело к тому, что с самого начала это была атака не против нас, именно чеченского народа. Мы это знаем. Они это делали для того, чтобы устрашить остальные народы бывшего Советского Союза, устрашить, так? И у них был план экспансии по захвату всей эти территории назад. Ельцин, который после, значит, свержения Горбачева хотел во власть сесть в Кремле, он ее не пустил туда. И остальные все республики не захотели, чтобы Ельцин там управлял. И они вынуждены были развалить этот союз и говорили: разойдемся, чтобы потом сойтись. Под этим лозунгом шли. И они поэтому вот захватили вот эти республики, которые стали государствами после развала СССР, и которые должны были наполнить всей атрибутикой своих независимых стран. Их захватили они, я имею в виду Татарстан, Башкортостан, Якутия, ну, Калмыкия, Дагестан, все эти. Кроме Чеченской республики, потому что мы еще до образования этой Российской Федерации создали свое государство. И уже Конституцию приняли о своей, значит, стране, и нас еще Грузия признала. Но они все же потом взяли нас еще один государственный период, сделали у себя в стране. И новую Конституцию приняли, и туда вписали нашу страну как часть России, Чеченской Республики. То есть мы это ощущали, все это ощущали и думали, что сейчас настолько им развязаны были руки во всем мире, и все вот думали, что мы такие вот звери. Ну, против нас, потому что мы, ну, я скажу так, потому что мы имеем чувство собственного достоинства. Мы не считаем себя ниже или выше других людей и народов.
Мы такой же народ, как и другие, имеем свою цивилизацию, свой язык, свою культуру, свои адаты, но мы исповедуем, наш народ исповедует ислам. Ислам, как и другие народы, исповедуют другие религии. В этом плане они используют это против нас, и некий там друг, в кавычках, наш Дугин, там расходился, рассказывал, как они столкнули именно внутри нас противоречия, там, религиозное, значит, противостояние, и вот такое, ну, вы, наверное, знаете про этого человека, сейчас он тоже здесь вот рассказывает разные сказки, в общем, человеческо-ненавистнические такие вот у него подходы, и про Украину они так говорят, они даже говорят, что им нужно дойти до Ла-Манша, ну, до Барселоны и вперед. Вот такие у них как бы планы. Но планами, и то, что они бросят там атомную бомбу или что они что-то сотворят, в это я не верю. Почему? Потому что когда им давали, как говорится, сдачи хорошие, они уже утихали. Но потому что, как это получается, Украину уже 2 года бьют сверху, снизу, бьют, а эти не могут, украинцы не могут им сдачи дать. Только вот защищайтесь, покрывайтесь, а сверху им не дали никакого оружия или защиты не дали, как, например, Израиль может защититься, так? И их со всех сторон бьют, убивают. Но это же вообще непонятно, что это такое. Конечно, если Европа желает, эти страны еще не ощутили на себе вот эту опасность. Если они этот вопрос не решат, и Украине они дадут вот так вот разойтись Кремлю, то они равен час, они ринутся и сюда, в Европу. Это нет никаких сомнений. То есть это зависит от того, насколько вот возможность они будут чуять. Они методом тыка действуют, как говорят, понимаете? Вот вы упомянули Демократическую партию. Каждый раз вот все эти кошмары, в общем-то, начинались и развязывались с какой-то их такой двойственной позицией, я бы сказала так. И теперь вот мы стали тоже вот в таком тяжелом совершенно положении, оказались в нем, не только потому, что сейчас, в 22 году, во время полномасштабного вторжения, у власти были демократы, но и в 2014 году был Обама, который не только не дал Украине оружие, но и вето наложил на решение Конгресса предоставить Украине оружие, но еще и эмбарго наложил на другие страны, чтобы ничего Украине не давали. То есть я хочу сказать, что Украину очень притесняли в части изготовления своего оружия и в части да, просто покупки даже в течение этих лет каждый раз демократы у власти не давали возможность даже купить достаточное ПВО. Мы можем, конечно, предъявлять претензии к себе, в том числе потому, что мы продавали комплексы, там, особенно во времена этого беглого Януковича, к сожалению, продавались С-300, которые были в большем гораздо количестве Украины. И такое, конечно, тоже это страшные страницы, но тут уже, понимаете, тут уже коллаборация, если не сказать предательство, точнее. Вот, и поэтому с врагом. Поэтому вот мы оказались действительно безоружны по сравнению с Израилем, как вы сказали. Но вот это последовательно шло. То есть пока Украина была лучше вооружена, то делали разные политические кризисы, к власти приходили, так сказать, сомнительные люди. И в конце концов вот мы столкнулись с тем, что демократы последовательно, что в 2014 году, что в 2022, реагируют недостаточно, именно раззадоривая их вот этот людоедский аппетит. Так у меня вот теперь какой вопрос. Значит, сейчас мы все находимся вот в преддверии вступления в должность американского нового президента Дональда Трампа. То есть мы понимаем, что это гораздо более жесткая рука, как он всегда говорил, peace through strength, то есть мир через силу. Это лозунг был и у Рейгана, портрет которого у него висел всегда в кабинете, и сам он преследует эту точку зрения. И, собственно говоря, конечно же, Россия очень нервничает, Кремль очень нервничает, что после инаугурации
все будет совершенно по-другому, разговор с ними будет совершенно другой. У них был хаос. Они были теми, кто вызвал хаос. У нас не было хаоса. Мы сделали самые большие налоговые сокращения в истории. У меня не было войн. Я единственный президент за 72 года, у которого не было войн. Вот именно поэтому сложилась такая странная ситуация, что вдруг теперь дали разрешение бить вот этими ракетами атакам, хотя их всего-навсего 50 ракет. К сожалению, если бы это были бы 1000 ракет, понимаете, тогда я еще бы поняла вот эту помпу, с которой это сделано. Но и вот это демократы, уходя, как бы сказать, дав не очень-то много ракет, но все-таки, конечно, это перезревшее решение, это нужное решение. И нам нужны эти ракеты, нам они нужны были уже год-два назад. Они нам все время были нужны, уже 3 года, можно сказать, назад нужны были. Позвольте мне снова задать вопрос еще раз о том, какую дополнительную военную помощь вы бы оказали украинцам. Что еще? Что ж, я считаю, что беспилотники сейчас так же эффективны, как и все остальное. Сегодня производятся беспилотники, мы производим. У нас есть беспилотники, которые так же эффективны, как другое, что можно сделать в воздухе. Плюс они передают огромное количество информации, и эта информация направляет ракеты прямо к любой гребаной цели. И вам не нужно стрелять по ним из Украины. Так что, следовательно, вы ведете себя нейтрально. Послушай, Стюарт, когда он входит и убивает тысячи людей, мы что, будем просто сидеть и смотреть? Через 100 лет в этой стране будут говорить о том, какая это трагедия, какая ужасная история. Мы не можем этого допустить. Просто как люди мы не можем этого допустить. И затем он говорит, что они обладают ядерной мощью. Но мы более мощная ядерная держава. Ну вот теперь наконец-то мы дождались этого решения. Значит, и хоть какие-то возможности перед нами открылись. Это же касается также и Великобритании и Франции, то есть мы получили разрешение. Но при этом Путин понимает, как бы крыса, понимаете, загнанная в угол в какой-то степени, да, что у него осталось не так много времени. Вот я хотела вас спросить, как вы думаете, он с тех пор деградировал до такой степени? То есть тогда, вот вы говорите, вы были в информационном вакууме, никто не знал, что на самом деле происходит, и, казалось бы, они могли вытворить все, что угодно, и делали это, в общем. Да. Но все-таки не дошло до применения ядерного оружия. Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, в силу вот этих обстоятельств, что осталось всего 2 месяца, потом эту крысу прибьют тапком, что эта крыса, может еще устроить? Ну, она может до последнего вот эти ракеты засылать, да? Но то, что она ударит, значит, атомным оружием, в это не верит совершенно, потому что она понимает, что в этом случае они сами все погибнут. И погибнут и они, и погибнут их близкие родственники, дети, которые есть, может быть, везде в мире, они будут, в общем, наказаны сильно. Они это понимают. На это они не пойдут. Они боятся этого, они боятся. Поэтому, конечно, от них можно ожидать что-то такое сверхъестественное, но из применения атомного оружия вряд ли они на это пойдут. И я даже уверен, что этого не будет. Не будет, потому что они сейчас просто смотрят, как отреагирует Запад и остальной мир на эти действия. Тем более, что Китай, Индия, у них и другие страны большие, все против этого такого, значит, решения. Весь мир против, и тогда он станет совсем изгоем, так-то он еще куда-то может ездить пока еще. А в этом случае он совершенно станет изгоем, и ему нельзя будет в Монголию уже поехать, я так думаю. Так? И тогда, конечно, это может всех коснуться, то, что он делает. А эти угрозы, которые он там кидает, вот если не мы, так что нам рай, а всем остальным там ад, это все, это вот страшилки, которые они устраивают. Мы все должны когда-нибудь умереть, мы все должны как-то, это понятно. Но мы-то живем для того, чтобы продолжало жить наше поколение, наши дети, внуки. Для этого же мы стараемся. У них это есть, они болеют за них, они их вскормили, и теперь их убивать они не согласятся, я думаю. Я думаю, там найдутся люди, которые этого не хотят сделать и не дадут ему это сделать, если даже он такую команду даст. Вы думаете, что у них будет нарушение субординации? Что Разумеется, в этом случае они же, когда станет вопрос, они будут знать, что
они сами после этого удара сами погибнут, то они на это вряд ли пойдут. Они не исполнят это преступный приказ. Я так думаю. Если даже он этот приказ и даст. Ну, жаль, конечно, что нету какого-то метода превентивного воздействия на таких упырей. Жаль, что, к сожалению, он столько горя принес, и никто его до сих пор не остановил. Но будем надеяться, что все-таки осталось вот до прихода президента Трампа. Да, как-то достаточно символично получается, что я заканчиваю программу во время очередного включения света. Но я думаю, что, знаете, самые темные часы, они как раз перед рассветом. И я каждый день, вот у нас прошло, знаете, уже 1002 ночи, которые украинский народ, проявляя невероятную отвагу и героизм, дает сопротивление и отпор этим нелюдям. И я надеюсь, что ваши слова да Богу в уши, что, конечно, это все он пугает и, так сказать, шантажирует, но что в любом случае, даст Бог, после 21 января все-таки у мира появится сильный лидер, кроме того сопротивления, которое оказывает чеченский народ, украинский народ, грузинский народ и много кто еще, сражаясь с Кремлем и с Путиным, что вот наконец-то появится сильный лидер в Соединенных Штатах, который закончит этот бой победой над злом и над Кремлем. Наверное, там не восстанавливается так легко связь, и вы, может быть, меня не слышите, Ахьят. Я хочу вас поблагодарить за очень интересный познавательный эфир. Это была программа из цикла «Марш Войла», и мы будем продолжать, надеюсь, еще большей регулярностью снимать наши программы. Спасибо большое и всего доброго.